Добрый день. В прямом эфире Якутия-24 продолжает вещание. Это выпуск новостей. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Бродячие собаки. По вопросам актуальной проблемы в Якутске в правительстве республики организовали брифинг. Ковид-сводка. Сколько заражений выявлено за минувшие сутки по республике. К 200-летию Достоевского в Русском драмтеатре имени Пушкина в столице открыли выставку. По всем волнующим население вопросам по проблеме бродячих собак в Якутске в правительстве организовали специальный брифинг. На ряд важных вопросов ответил вице-премьер Якутии Михаил Никифоров. Михаил Викторович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кому переданы отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев? С 2014 года указанные отдельные государственные полномочия законодательно закреплены за органами местного самоуправления. Ежегодно органам местного самоуправления направляются субвенции на осуществление данных полномочий. Так, в 2020 году из бюджета республики направлены 60 миллионов рублей. В том году было освоено всего 56,5% этих средств. А в 2021 году муниципалитетам направлено тоже 60 миллионов рублей. И дополнительно хотел бы отметить, что в рамках перекорректировки бюджета Алданскому району, Аллаховскому району и Амгинскому району и дважды городскому округу были выделены дополнительные средства. Таким образом, вот относительно городского округа город Якутск было направлено всего 28 миллионов рублей. По предварительным данным 2021 года все средства практически освоено 99%. А какие меры приняты правительством Якутии после введения федерального закона номером 498? В данном случае были внесены изменения в действующие нормативные акты Республики Саха-Якутия, предусмотрены дополнительные средства в республиканском бюджете. Как я отметил, что в 2020-2021 годах ежегодно предусматривали 60 миллионов рублей на мероприятия по принципу отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Проведены работы по обустройству приютов на местах, и в данном направлении работа продолжается. Следующий вопрос. Какой объем работ проведен в течение 2 лет действия системы отлов, стерилизация, вакцинация и возврат? За прошлый год, 2021 год, на территории республики всего отловлено более 5700 животных без владельцев. Хотел бы отметить, что из них по городу Якутску отловлено всего 3157 животных без владельцев, в том числе из них стерилизовано 1002 животные, кастрировано 861, маркировано 3157, вакцинировано 2251 и возвращено в среду обитания 1433 животных. Сегодня на пожизненном содержании находится 51 собака, из них агрессивных 37 и 14 собак крупной породы. Пристроено новым хозяевам 845 животных. Сколько всего приютов и пунктов передержки действует на территории республики? В 2021 году, в начале года, действовало 10 приютов и 11 пунктов передержки животных. Хотел бы отметить, что в 2021 году в Амгинском, Жиганском, Намском, Таттинском, Улусах пункты передержки переквалифицированы решением о муниципальных образований в приюты. И поэтому на сегодняшний день количество поменялось в сторону увеличения приютов и в сторону уменьшения приютов. Каковы основные проблемы при осуществлении переданных полномочий у муниципалитетов? Основным проблемным вопросом является, конечно же, отсутствие приютов на местах. Для этого, конечно же, нужно, во-первых, их построить, должны быть в первую очередь наличие земельного участка, проектно-сметной документации. Но не во всех муниципальных образованиях сегодня это возможно. По данному вопросу, глава республики Айсен Сергеевич Николаев поручил мне рассмотреть данный вопрос, изучить все варианты, в том числе софинансирование строительства приютов в муниципальных образованиях.
В чем заключается предложение республики по внесению изменений в Федеральный закон 498? В Государственном собрании ИЛТУМЕН при Постоянном комитете по селу аграрной политики парламента Якутии действует межведомственная рабочая группа по формированию предложений республики о внесении изменений в Федеральный закон 498 ФЗ. Проект подготовлен и направлен на рассмотрение парламента. Предложение в основном заключается в обеспечении возможности принятия субъектами Российской Федерации самостоятельной стратегии в области работы с безнадзорными животными, учитывающие климатические условия, логистику, включающие нормы обязательной регистрации домашних животных, принятия штрафных санкций. Какие законы регулируют права и обязанности региональных властей и муниципалитетов в части обращения с безнадзорными животными? Прежде всего, это федеральный закон 498 ФЗ. Далее закон Республики Саха-Якутия о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха-Якутия отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Далее федеральный закон номер 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, где указано, что регулирование численности безнадзорных животных путем их отлова и содержания в специальных питомниках, их иммунизация против бешенства рассматривается как мероприятие по недопущению возникновения случаев бешенства среди людей. Каков размер штрафов за неисполнение мероприятий в области обращения с животными? На сегодняшний день, согласно Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия, нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, правил организации деятельности приютов, установленных правительством региона, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей. Здесь бы хотел отметить, в целях повышения ответственности владельцев собак Департаментом ветеринарии предлагается дополнить Кодекс административных правонарушений Республики Саха-Якутия статьей за нарушение правил содержания домашних животных. Разработаны изменения в закон республики, предусматривающие наделение муниципалитетов полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Департаментом ветеринарии неоднократно инициированы изменения в действующее законодательство республики, касающиеся введения обязательной регистрации домашних животных. Проекты получали отрицательные заключения прокуратуры как противоречащие федеральным нормам. Сегодня мы предлагаем принять на муниципальном уровне нормативные акты об обязательной регистрации животных. Спасибо. Продолжаем выпуск новостей. На 8 января в Якутии выявлено 76 новых случаев COVID-19. Данные за минувшие сутки, они на ваших экранах. Из этого числа в Якутске 26 заболевших, в Сунтарском, Хангаласском районах по 12 случаев, в Алданском 6, в Горном Улусе 5 случаев заражения, в Намском 4. В других районах от 1 до 3 заболевших за сутки, сообщает Республиканский оперативный штаб. Больше 20 фотопортретов персонажей по мотивам произведений Федора Достоевского подготовил Русский драматический театр имени Пушкина. Зрители могут увидеть всем известных героев книг этого классика. Работа над выставкой длилась около 2 месяцев. На картинах актеры Пушкинского театра приурочили экспозицию к 200-летию писателя. Увидеть фотопроизведение можно до конца театрального сезона в драмтеатре имени Пушкина на 2-м этаже. Этим проектом фотогалереи, зарисовки, как мы назвали, да, изначально это рабочее название «Достоевский в лицах», все-таки постарались передать атмосферу его героев и из его произведений. Я думаю, что что-то у нас что-то такое получилось на самом деле. И я надеюсь, что зрители должны это оценить. Это впервые такой проект.
Жительница Санкт-Петербурга осуществила свою мечту и стала хозяйкой пары мини-пигов Дуси и Кеши. О содержании этих необычных животных в домашних условиях и реакции на них окружающих смотрите в сюжете далее. Миниатюрными Дусю и Иннокентия назвать можно с натяжкой, ведь оба питомца выросли до размера небольшой собаки. Первая любимица Дуся появилась у петербурженки, когда она спасла свинку от бойни, а голодного Кешу Юлия Хованская и вовсе нашла на улице. Я 15 лет мечтала, что у меня будет мини-пиг. Вот. И 2 года назад на Авито увидела объявление, что либо вы выкупаете, либо пойдет на мясо. Я выкупила Дусеньку. Муж не знал об этом. Он до сих пор не разделяет мое увлечение. Когда год назад Кеша появился, он 3 дня бегал по Мурино. Я не знаю, как его не сожрали. Вот. Это хорошо, что женщина его подобрала. Вот. И я его тоже себе приперла. Вот. Ну, а он сбежал от старой хозяйки, и я просто поражаюсь, как 3 дня может бегать мини-пиг, да, и его не ищет. То есть он был брошенный, он был очень такой худенький. Зато сейчас оба питомца весят по 80 килограммов каждый. При этом мини-пиги настоящие гурманы. Запросы их обходятся хозяйке недешево. Однако, по словам Юлии, помогает доброта окружающих, в том числе хозяев магазинов. На магазин отдает овощи, фрукты, и по питанию мне не накладно их содержать. Они у меня питаются, скажем так, лучше, чем люди. Вы часто можете себе позволить виноград, авокадо, помидоры. Вот. А для Дусеньки, например, вкусняшку ей очень тяжело выбрать, потому что Дуся, ну какая вкусняшка? Уже у нее такой выбор, такое разнообразие, что как бы очень тяжело подобрать. Ну, Кеша более всеядный, он спокойный. Кеша все-таки, вот Кеша философ, а Дуся шальная императрица. Между тем, шальная императрица и мини-философ стали настоящими звездами среди жителей родного Петербурга. Каждый их выход в город вызывает фурор и море неподдельной радости даже у взрослых. Первый раз, по-моему, в жизни, к сожалению, я житель городской, первый раз глажу вот такое существо. Ой, море эмоций. Да, прям для Нового года маленький подарок еще один. Умиляются хрюшкам и пользователи интернета. У Дуси и Иннокентия есть свои аккаунты в популярных социальных сетях. Также планируется создание YouTube-канала о жизни поросят. В центре Петербурга так необычно. У людей же в основном кошки, собачки. Вот, а тут, скажем так, не маленькие хрюши ходят по городу, да еще по центру. Вот, реакция публики, конечно, это вообще нечто. Необычные питомцы Юлии Хованской привлекают всеобщее внимание. Но самое главное, дарят радость не только своим хозяевам. Анна Васильева, Сахалина Михайлова, Санкт-Петербург. Таковы новости к этому часу. До встречи в 6 вечера.